О чем же договорились Порошенко и Байден, как будут останавливать «Северный поток»? Останавливать могут как угодно. Я думаю, что не договорились ни о чем. Просто потому, что вообще-то это не от Порошенко и не от Байдена зависит. Решение принимается даже не на уровне Европейского Союза, а на уровне германского канцлера. Так было и по Северному потоку первому, так, собственно, и по Северному потоку второму. Поэтому сейчас его остановить можно, только при помощи каких-то, совсем уже активных и недружественных действий, да, диверсиями, знаю. Порошенко отчитался громко очень. Мы с Байденом, галантерейщик и кардинал, да, мы с Байденом решили и выработали стратегию, как мы будем противодействовать Северному потоку. Кстати, хорошая рыночная, правда, экономика, свобода торговли, там все это. Во-первых, если обращать внимание на все, что говорит Порошенко, так лучше и не жить на свете. Это вообще-то не то, что комментировать, это слушать невозможно. Потому что если верить Порошенко, да, то вообще-то на планете осталась только одна большая Украина, и рядом где-то бегают маленькие Соединенные Штаты. Все остальное просто не существует в этом мире. Давай даже просто рассмотрим утверждение с точки зрения банальной логики. Да? Для начала господин Байден является вице-президентом Соединенных Штатов, и в круг его полномочий не входит определение американской внешней политики, и уж тем более борьба с Северным потоком. Его полномочия вообще ограничены председательством в Верхней Палате Конгресса и выполнением отдельных поручений президента Соединенных Штатов. До тех пор, пока президента не убьют. Если убьют, тогда он станет президентом. Может, это отдельное поручение? Байден, слышь, Джо, говорит ему Обама, даю тебе отдельное поручение. Бороться с Северным потоком. Двигаемся дальше. Для борьбы с Северным потоком, да, вообще-то необходима координация действий, как минимум нескольких ведомств, и понятно, что вообще-то первую скрипку здесь должен играть Государственный департамент. То есть это прерогатива господина Керри, который, конечно, в отличие от Байдена, занимает не вторую и четвертую строчку в списке американских наследников престола, да, как госсекретарь, но, тем не менее, с точки зрения влияния на американскую, не только внешнюю, даже внутреннюю политику, но на внешнюю это уж тем более. Да и вторая, вторая, в зависимости от госсекретаря, такие как Киссинджер, были вообще и на первой позиции по отношению к своему президенту. Да? Кстати, Клинтон тоже играла первую скрипку при Обаме, в определении внешней политики. Да. А самое главное, что ведь, опять-таки, у Байдена нет ни аппарата, ничего, вице-президент, хорошее название, красивое. Аппарат сосредоточен в том же самом Государственном департаменте. И, наконец-то, вообще-то уже в Соединенных Штатах началась избирательная кампания. И такие люди, как Обама, Байден, они уже решения не принимают. Они работают на избирательную кампанию Хиллари Клинтон, как представитель, пока, по крайней мере, как лидера демократической пока гонки. Еще не лидера, но, по крайней мере, кандидата в лидеры, демократической избирательной гонки. Да? Срок, отведенный Обаме, он уже не предполагает, что за это время можно достичь каких-то выдающихся успехов, если, не начать бомбить Германию или не начать взрывать трубы, которые прокладывают по дну Балтийского моря, в борьбе с Северным потоком. Наконец, если бы такие договоренности существовали, они были бы ориентированы, да, на поддержку избирательной кампании демократического кандидата, то об этом заявило бы в первую очередь американское руководство, да? И, наверное, даже не на уровне Джо Байдена. То есть, опять-таки, это бы преподносилось бы своему, в первую очередь, избирателю. А когда об этом заявляет какой-то Порошенко, который, где Порошенко, где Северный поток? Ему вообще-то о душе думать пора, а не о Северном потоке. Тем более, что для Украины что есть Северный поток, что нет Северного потока. Ей уже от этого не холодно и не жарко. Она все равно российский газ не покупает, потому что денег нету. Денег нету, и промышленность угробили, потреблять никому. Поэтому проблему решили. Да, Украина свою газовую проблему решила. Поэтому что здесь уже до Северного потока?
Ну, вот о многом сегодня хочу поговорить, потому что, ну, во-первых, хочу сказать то, чего хотел в самом начале сказать. Спасибо, что ты к нам ходишь. Вот, у тебя есть точно свой большой, ну, в смысле, большого количества слушателей. Вот видишь, ты даже в студию не зашел, а уже порядка десятка СМС пришло с разными вопросами. Так что вот спасибо тебе, Ростислав. И я думаю, я говорю спасибо и от наших слушателей за то, что мы регулярно с тобой обсуждаем все эти вопросы. Но вот много по поводу Минских соглашений, сколько мы с тобой это не обсуждаем, а вопросы все равно остаются. Ну и тем более, что опять тот же Порошенко и Леонид Данилович Кучма, который возглавляет украинскую часть Минской группы, вот опять запели о том, что, значит, без контроля над границей никаких выборов не будет, Кучма в частности сказал. Это все бессмысленно. Отдайте нам контроль над границей, потом будем все остальное обсуждать. Что это такое? Опять какая-то, Ну, во-первых, Кучму никто, и звать его никак, он частное лицо и может говорить все, что хочет. Он не президент, не министр иностранных дел, не премьер-министр, даже не народный депутат. Он всего лишь человек, который получил мандат вести переговоры с Захарченко и с Плотницким. Но для того, чтобы то, о чем Кучма договаривается, становилось какими-то международными обязательствами Украины, да, потом его эти договоренности еще визирует Порошенко отдельно. И они, кстати, действительно никогда регулярно не выполняются. Но не потому, что так считает Кучма. И даже не потому, что этого хочет Порошенко. Порошенко бы, наверное, с удовольствием бы выполнил. Потому что внутреннее, сказать, положение Украины, ну, как минимум, не способствует выполнению минских договоренностей, а как максимум просто ситуация на Украине делает их выполнение невозможным. Я уже говорил много раз, что нацистов легко с оружием выпустить на улицы. Их потом загнать обратно в нору очень сложно. Иногда на это дело уходят годы. Украина собственными силами вообще это сделать не может. Поэтому люди, находящиеся у власти, вынуждены этот фактор постоянно учитывать. Более того, по мере ослабления собственно украинской государственности, по мере ослабления интереса американских, европейских партнеров к этой самой государственности, да, нацисты становятся определяющим фактором украинской политической жизни. Другое дело, что это традиционная украинская проблема, как и все политические течения, они не организованы. Я уже говорил, когда-то у них нет своего Гитлера, да? И только это позволяет до сих пор, украинским олигархам пытаться командовать украинскими нацистами, а не наоборот, как было в Германии, где нацисты командовали олигархами. Но, в принципе, это серьезный, кстати, фактор давления. Если там по части того, кто чего у кого украл, с ними можно договариваться или их даже можно обманывать, то вот по части уступок России, да, а реализация Минских соглашений – это совершенно определенная уступка, если бы они были бы реализованы, потому что тут не надо быть семи пядей во лбу. В начале 2014 года или даже в конце 2013, еще до переворота, Россия заявляла необходимая федерализация. В начале 2014-го федерализация, говорили, Донецк и Луганск, Россия это поддерживала. Украинское правительство начало войну, чтобы не допустить федерализации, сейчас оно должно по Минским соглашениям заниматься федерализацией. Следовательно, если оно это реализует, то опять-таки те же самые нацисты спросят, за что воевали. И ты знаешь, вот, извини, прерву тебя здесь, потому что, мне кажется, важным одна точка. Вот ты говоришь, спросят, за что воевали, и понятно, с кого просят. Я вчера прочел интересное интервью в газете 2000, короткое, но очень интересное, Нестора Шуфрича, политика такого украинского. И вот он рассказывает, как только началась вот эта история с Донбассом, да, и когда Донбасс выступил с протестом, то Шуфрич вместе с Медведчуком пытался найти мирный путь решения всей этой ситуации. Активно участвовал в переговорной группе. И вот он вдруг сказал прямо, это в газете опубликовано, это публичное, можно сказать, свидетельские показания, я так это рассматриваю. Решение о начале военной боевой операции и подавления силой Донбасса принял лично Порошенко.
в один день. Вот что сказал Нестор Шуфрич. В принципе, это такой тоже интересный симптом. Ну, во-первых, никогда не надо верить тому, что говорят украинские политики, вне зависимости от того, на чьей стороне они в данный момент я находятся. не в порядке веры, я в порядке по самого появления этого. Нет, просто не знаю, я почему же про доверие, да, даже не про веру, а про доверие, потому что когда украинские политики врут, они делают это настолько инфантильно и простодушно, они даже не обращают внимания на всем известные факты. Потому что на тот момент, когда началась карательная операция в Донбассе, Порошенко был вообще никем. Ему до выборов оставалось еще около 1,5 месяцев, до тех пор, пока он избрался президентом, вступил в полномочия. А на тот момент страной в должности председателя парламента, исполняющего обязанности президента, руководил Турчинов, который, собственно, и отдал приказ на подавление, который этого не скрывал. Более того, он отдавал приказы даже на стрельбу в Крыму. Другое дело, что их не выполнили. Вот. Поэтому... Нет, Шуфрич говорит об июне месяце. Он говорит об июне месяце. Подожди. Кстати, война уже началась. То есть я не поклонник Шуфрича. У нас уже идет 1943 год, да, а мы все еще выясняем, кто в 1939-м дал команду перейти границу. Нет, ну, понятно, что Порошенко потом эти приказы подтверждал, да? То есть он несет свою долю ответственности, причем полную, за то, что война продолжается до сих пор, за то, что те же самые Минские соглашения не выполнены, за то, что армия воюет. Он, став президентом, получил все полномочия для того, чтобы ее остановить. Более того, он обещал ее остановить. Да. Но он же с этим пришел к власти. Но даже сам факт того, что Порошенко обещал, став президентом, остановить войну, говорит, что война-то началась до того, как он стал президентом. То есть он ее не мог начать сам. Вот о чем я говорю. Поэтому в запале внутриполитической борьбы они друг друга готовы в чем угодно обвинять. Значит, но мы-то должны все-таки с фактами соотносить их заявления. Это точно. Ну, как всегда, значит, опять буду просить тебя обсудить эту тему, вот, потому что большая реакция слушателей о том, что все-таки Минские соглашения вот для России это вредно. Мы отдаем Новороссию в лапы нацистов, в лапы американцев. Вот. В общем, опять активизировалась тема «Путин слил». Ну, во-первых, Минские соглашения действуют уже около 1,5 лет, да, вначале Минск-1, потом уже год действует Минск-2, да. За это время как-то Новороссия, ну, не то чтобы цветет и пахнет, да, но стала чувствовать себя значительно лучше, чем до Минских соглашений. Хотя, ну, понятно, что война продолжается, да, пусть и в таком латентном виде, да, ну, продолжаются обстрелы, там люди продолжают гибнуть, ну, может быть, не тысячами, но в конце концов тем, у кого в семье гибнет человек там вчера или позавчера, для них это все равно трагедия. Ну и понятно, что вообще-то этой нормальной работе не способствует на этих территориях, уровень жизни понижает там и так далее. Вот. То есть до тех пор, пока не удалось в принципе остановить войну, еще желательно вообще свернуть шею с киевскому режиму, то понятно, что проблема не решена сама по себе. Но уж что-что, а то, что Минские соглашения никак нас не отдаляют от ее решения, и уж тем более не приводят к сливу Донбасса, это уж точно, потому что я уже когда-то говорил, могу повторить еще раз для тех, кто не понимает, что в принципе для России не было необходимости при желании слить Донбасс, да, не было необходимости идти таким сложным путем через Минские соглашения. Достаточно было просто ничего не делать. Не посылать гуманитарные конвои, не тратить бюджетные деньги на создание там эффективных органов власти, на восстановление... Запретить добровольцам. На восстановление... Даже не надо запрещать добровольцам. Значит, просто не тратить деньги на восстановление промышленности. Не позволять Донбассу по серым схемам выходить на российский рынок, где, собственно, эти предприятия и торгуют. Потому что он же заблокирован. Донбасс ни с кем не может торговать, кроме как с Россией. И все. Там, по большому счету, уже не то что зимой, уже к концу лета, началу осени 2014 года там начинался банальный голод. И Киеву там бы воевать не надо было. Надо было только сложить руки, посидеть, немножко подождать. И Донбасс бы давным-давно бы капитулировал. Потому что кто не капитулировал, тот бы просто бы умер. А все остальные бы сдались. Более того, опять же,
патроны, снаряды, ГСМ, запчасти, они из-под земли выкапывают, в шахтах добывают. Но до сих пор же не добывали, да? А для того, чтобы вести интенсивные боевые действия, такого плана, как велись под Дебальцево, хотя бы месяц, они там велись больше месяца. Вообще-то надо большое количество эшелонов, десятки эшелонов с боеприпасами, только не говоря обо всем остальном. Потом, я, конечно, охотно верю, что вот между 1941 и 2014 годом, значит, население области войска Донского, да, в частности Донбасса, научилось голыми руками танки отнимать. Но вообще-то по штатам, скажем, Бергманской дивизии 1941 года, значит, если поверить в утверждение, что вся техника на Донбассе это то, что ополченцы отжали, да, как они говорят, у украинских войск, то они отжали целый танковый корпус. Только по численности танков. Я уже не говорю, кстати, о всей остальной бронетехнике. А так, если посчитать количество артиллерийских стволов и так далее, то вот двигалась на Ростов в свое время первая танковая группа Клейста. Вот ее пришли голыми руками, перенесли на другую сторону фронта. Ну, в это можно, конечно, верить, да? Но, точно так же можно верить в НЛО, но я думаю, что, значит, вариант того, что прямо в этой студии через секунду окажется пришелец, да, значительно больше, чем вариант отнять 3 сотни танков у самой до зубов вооруженной армии голыми руками. Значит, я говорю, показателей того, что Россия очень, кстати, плотно занимается Донбассом, масса. Ну, в общем-то, потому и работают на государственной службе, значит, не все 100% населения, да, что и в дипломатии, да, и в политической деятельности существует своя специфика. И точно так же, как вот я, например, не понимаю, а каким это образом, вот как у каменщика получается, да, он пришел, лежит горка камней, корыто цемента стоит, и через некоторое время раз и дом. Или там, как его архитектор рисует. Вот так же точно этот каменщик и архитектор не понимает, каким образом, значит, из какого-то долгого и нудного переговорного процесса потом появляется новая политическая реальность. Вот если проводить аналогии, то, скажем, в конце 80-х годов, даже начиная с года 85-го, когда началась большая, даже раньше, начиная с 75-го года, когда началась большая дружба с Никсона еще с Брежневым, да, значит, в Соединенных Штатах тоже очень многие говорили, что президенты Соединенных Штатов, там Никсон, за ним Форд, потом Рейган, сдают позиции. Вот даже самое Рейган, который объявил Советский Союз империей зла, и чуть ли не вооруженное столкновение готовил, да, потом вдруг начал брататься, целоваться с Горбачевым и так далее. Никсон, который перешел к этому самому, к эпохе разрядки, Форд, который летал во Владивосток, там выяснили, что все, Соединенные Штаты полностью сдали свои позиции проклятым советским коммунистам. Выяснилось, что в результате этой сдачи позиций и 20-летнего переговорного процесса Соединенные Штаты разрушили Советский Союз. Да? Вот. Точно так же происходит с этими самыми Минскими договоренностями. В результате самого переговорного процесса даже Порошенко еще не приступал к их выполнению. Он даже не может их выполнить, да? Но только в результате того, что он их подписал, его позиции внутри Украины серьезно ослабли, а управляемость государством практически выпала из рук элиты. То есть они сейчас больше грызутся между собой, кстати, обвиняя друг друга в сдаче позиций в результате этого самого Минского процесса. Только одни говорят, что Порошенко агент ФСБ, потому что он подписал Минские договоренности, а Порошенко говорит, что те, кто его обвиняют, агенты ФСБ, потому что они не понимают, как он спас Украину. Это продуктивно. Ну вот, слушай, по-моему, все-таки начала как-то меняться и ужесточаться и внешняя позиция, да, вот президент Франции Франсуа Олланд буквально потребовал от Киева следующей последовательности. Киев должен реализовать конституционную реформу, Москва должна обеспечить прозрачные и организованные, и подконтрольные, и легитимные выборы, там, да, и только пройдя через эти 2 этапа, мы дальше можем двинуться по Минскому процессу. Причем точно
Оланд зафиксировал приоритет конституционной реформы настоящей. Да? Это самое жесткое, по-моему, заявление за все эти годы. Но при этом пан Порошенко снимает с повестки Верховной Рады рассмотрение конституционной реформы. Вот они сейчас выйдут за срок, да, этот. Вот. Что будут делать? Ну, во-первых, они уже подали в Конституционный суд запрос по поводу того, как читать Конституцию. Да? Следующая сессия — это действительно следующая, или все последующие тоже следующие? То есть обязательно ли принимать на 2 сессиях подряд Конституцию? До сих пор у них сомнений в том, что это именно так, не было. Да? Значит, то есть они пытаются развязать себе руки с возможностью голосования за вот этот порошенковский законопроект и на следующей сессии, там, и через сессию и так далее. Значит, в принципе, это все равно в пользу бедных, потому что не сейчас Оланд, а еще в Париже Оланд и Меркель уже сказали Порошенко, что это Филькина грамота, это не та конституционная реформа, которая прописана в Минских соглашениях. Да, но сейчас они это публично сказали. Нет, они и там публично сказали. То есть они уже тогда говорили, что нет, надо не играть в реформу, а проводить реформу. А потом еще раз приезжал Байден уже в Киев, да? И Байден им объяснял, как должна выглядеть конституционная реформа. Но они все равно далеко не продвинулись. То, что сейчас лежит в Раде, да, и должно быть проголосовано 300 голосами, это не федерализация, не децентрализация, это наделение Порошенко дополнительными полномочиями и снятие с него при этом ответственности за то, что происходит в регионах. Комиссия это сказала. Вот, да. То есть, по большому счету, Порошенко должен был бы отозвать этот законопроект из Рады, внести туда новый и запустить сначала всю процедуру принятия принятия права в Конституцию. Собственно, поэтому Минский процесс и был продлен еще решением в Париже, которое было подтверждено вот в новогодних переговорах, да, на 2016 год. Потому что только конституционный процесс требует полгода. И, следовательно, чтобы дать Порошенко это время, ему дали целый год. Вот сиди себе и вноси изменения в Конституцию. Мы уходим на короткий выпуск новостей. Сразу после небольшого перерыва продолжим. 5533 8 903 170 63 63. 10 часов и 33 минуты в Москве. Продолжаем нашу программу. 5533 8 903 170 63 63. Ну, вот есть ряд вопросов по поводу и событий, которые разворачиваются в Молдавии, и различных предсказаний, как всегда хотят наши слушатели, не только конспирологии, но и предсказаний по поводу того, где еще могут происходить события наподобие того, что сейчас разворачивается в Кишиневе. Ну, сейчас к Кишиневу перейдем, давай точку поставим, или точку с запятой в части обсуждения Украины. Ну и так, в принципе, и американцы, и европейцы требуют от Порошенко исполнить в полном объеме пункт, касающийся конституционной реформы. Я думаю, что он отозвал этот проект не только потому, что у него голосов там может не хватить, да, но еще и потому, что, в принципе, находящиеся изменения в переходных положениях, не согласованные с республиками, в принципе, никто не признает. Поэтому лучше было отозвать. Что дальше робить? Як кажуть на Украине, что робить далі? Я тебе скажу так, что сам факт того, что махинация Порошенко не была признана, это как раз свидетельство, что, в общем-то, украинские руководители могут совершенно спокойно, заворачиваться в простыню и ползти на кладбище. Потому что ты же знаешь, как Запад признает, не признает, подобного рода вещи. То есть выгодно признаем, невыгодно не признаем. Если бы Порошенко смог бы создать более-менее сильный и стабильный режим, они бы признали бы все, что угодно. И то, что здесь Конституцию писали, и то, что рыбу заворачивали, им все равно. Но как раз сам факт того, что они видят, что это государство не в состоянии существовать даже с их финансовой помощью. То есть она разворовывается не раньше, чем поступает, а раньше, чем они ее выделяют. Они еще думают, сколько дать, а там уже украли. Вот. Поэтому они понимают, что так оно жить не может. Они просто потратят еще 10, 20, 50, 100 миллиардов долларов. Значит, они влезут в еще большие проблемы с Российской Федерацией. Но дело закончится тем, что Россия все равно останется, с ней надо будет договариваться, а Украины не будет, и спрашивается, зачем или за что. Нет, поэтому они просто плавно переходят, знаешь, как вот люди в метро от дурно пахнущего бомжика отодвигаются, да? Вот и они точно так же начинают отодвигаться в сторону. Делать вид, что это вообще к ним не относится.
Поэтому Порошенко может делать все, что угодно. Отзывать законопроект, вносить новый законопроект, голосовать за него, там, находить где-то 300 голосов, не знаю, как убеждать, подкупать, убивать, находить 300 голосов. Может даже не имитировать, начать исполнять Минские соглашения. Ему уже ничего не поможет. Его время прошло еще до того, как он стал президентом Украины. Ты знаешь, я, кроме, конечно, того, что я на самом деле, как по происхождению, как дончанин, донбассец, переживаю о том, чтобы не начались опять активные боевые действия, да, потому что там по своим родственникам, друзьям и знакомым, от них прямо непосредственно я знаю, что это такое, вот, и не дай бог. А второе, на чем я тоже переживаю, вот ты говоришь, они отодвигаются, те, кто все это заварил. Да, американцы, европейцы, заварил, создал в надежде слепить из этого пулю антироссийскую, да. Но вот из этого пулю не слепишь, да, кто знает поговорки, поймем, о чем идет речь. Но я волнуюсь о том, что они отодвинутся, а нам придется вот это все в каком-то виде содержать, спасать и так далее. Потому что единственное, в чем они преуспели, это в уничтожении хозяйства полного, да, тотального производства и всего остального. Что может какую-то доходность и условия жизни создавать? Вот здесь они успешны на этом фронте. Эти западные умники отодвинутся, а мы расхлебывать будем? Во-первых, расхлебывать нам придется в любом случае, потому что это на наших границах, но они ведь тоже никуда от этого не уйдут. Они ведь с нами ведут переговоры, да, и они стали очень конструктивны, не потому что они вдруг прозрели, потому что мы им сейчас нужны. А если мы им нужны, кстати, мы им нужны не только на Украине, даже не столько на Украине. Там бы они бы плюнули, бы забыли. Но мы им нужны там и в Сирии, и на Ближнем Востоке, и на Украине в том числе. Так вот, если мы им нужны, они с нами будут договариваться, в обязательном порядке будут договариваться, в том числе и о том, как не допустить побега десятков тысяч нацистов с танками с Украины в благополучную Европу, потому что это не эти самые не бедные арабские юноши, которые там кель на уши поставили, значительно хуже. Вот. Соответственно, они за это будут вынуждены платить тоже. Они не хотят, конечно, этого делать, но они вынуждены будут за это платить. Они вынуждены будут взять свою долю расходов, и просто оплачивать восстановление порядка на Украине. Другое дело, когда и как с ними об этом будут договариваться, какие счета им будут выдвигаться, как долго они будут торговаться, да, а торговаться они будут до последнего. Европейцы — это люди, которые за каждый цент торгуются. Но, тем не менее, платить они будут. Вот. А что касается, Молдавии, да, то там не происходит ничего такого, чего бы не могло произойти в любой другой стране. Я напомню, что, в принципе, народ всегда чем-то недоволен. Вот была советская власть, он был недоволен советской властью, советской медициной, которую тут до меня обсуждали, российскую, да, вот был недоволен советской, сейчас недоволен российской. Мы и советскую обсуждали да, тоже. Я просто имею в виду, что вот была советская медицина, говорили, ой, какая она плохая, давайте сделаем как на Западе. Сделали как на Западе, все говорят, слушайте, какая была в Советском Союзе прекрасная медицина, давайте все назад отыграем. Был недоволен советским образованием, давайте сделаем как на Западе. Сделали как на Западе. Теперь говорят, слушайте, в Советском Союзе было прекрасное образование. Более того, народ выяснил, что в Советском Союзе была прекрасная колбаса, в Советском Союзе шили прекрасную одежду. А вчера или позавчера я даже слышал, как два матерых таких уже пожилых автовладельца беседовали о том, насколько 412-й «Москвич» превосходил по своим качествам «Мерседес». Глубокая мысль. То есть, я говорю, всегда люди чем-то недовольны. Тогда недовольны одним, сейчас недовольны другим, завтра будут недовольны третьим. Если у вас есть возможность это недовольство использовать, вы их можете вывести на улицы, вы их можете толкнуть на баррикады, там, на штурм общественных зданий и так далее. Поэтому понятно, что в Молдавии, которая, еще совсем недавно была одним из беднейших государств Европы, сейчас Украина просто отобрала пальму первенства. Уже отобрала, да? Уже давно. Украина уже становится одним из беднейших государств Африки, если не беднейшим. Да. Вот. Но, тем не менее, это не значит, что в Молдавии жизнь намного улучшилась. Понятно, что там есть достаточно большой протестный потенциал. В том числе, поскольку Молдавия, опять-таки, была расколота, да, в политическом смысле не хуже Украины. Там ведь даже выборы, на которых коммунисты победили, а потом под
таким давлением Майдана Лайт власть отдали, они ведь тоже показывали, что вот разница в голосах примерно такая же была на Украине. Там чуть больше половины голосуют за пророссийские условно силы, чуть меньше половины за русофобские там, или прозападные силы. Вот, то есть все основания для такого рода протестов есть. Другое дело, что с моей точки зрения они вряд ли выльются во что-то, так сказать, активное, эффективное, там, какой-то серьезный очередной переворот, да, потому что вот посмотрим, кто выступает против нынешнего правительства. Там выступают крайне правые, да, которым, с одной стороны, даже существующая русофобия недостаточно. И выступают левые силы, и пророссийские силы, которые выступают с диаметрально противоположных позиций. Сейчас они объединенными силами пытаются это правительство душить. Значит, понятно, что на сегодня Россия просто не может поддержать, ну, во-первых, потому что это какой-то не вполне понятный конгломерат, из которого не ясно, что прорастет, если они смогут правительство свергнуть. Во-вторых, просто потому, что для того, чтобы подать руку Молдове, надо вначале навести порядок на Украине. Навести порядок на Украине, получить доступ к Приднестровью, к Молдове, а потом уже заниматься ситуацией в Кишиневе. Сейчас из этого все равно ничего не вырастет. Американцам это тоже не надо. У них прекрасное управляемое правительство, которое щелкает каблуками и выполняет любой каприз. Зачем им, значит, там какие-то уличные столкновения и так далее? Зачем им это правительство свергать и получать каких-то совершенно, так сказать, неадекватных людей? Вот. Поэтому внешнюю поддержку они не получат. Значит, судя по тому, как правительство действует, оно готово подавлять это дело силой. Значит, подавить такие выступления силой, опять-таки, как показывает практика и опыт, технически несложно. То есть достаточно просто один раз, кстати, побить дубинками, пополивать газом, арестовать, увезти в каталажку пару тысяч активистов, интернировать политических лидеров протеста, и на следующий день будет недовольно, но тихо. Вот. В принципе, у правительства есть возможность проблему решить. Другое дело, что я понимаю, что это, опять-таки, не какой-то там не фактор выступления какой-то серьезной политической силы внутри Молдовы. То есть вот такой, как, скажем, была РСДРП, да, в 2017 году. Это не фактор какого-то серьезного внешнего воздействия, потому что основные политические игроки не заинтересованы в еще одной точке нестабильности, там где-то далеко, которая никому ничего не дает, но от всех требует каких-то решений и вложения каких-то ресурсов. Значит, но это игра, в том числе и внутренних молдавских олигархов, да? Потому что там все говорят, в Молдове один олигарх. На самом деле, значит, богатых людей всегда много, и миллионеры всегда хотят стать миллиардерами, да, конкуренция всегда присутствует, в том числе самая политическая конкуренция, и если кто-то получает полный контроль, пусть это даже олигарх, да, получает полный контроль над правительством, то тут же возникает еще когорта богатых людей, которые хотят эту ситуацию поломать. Он становится буквально врагом, он становится врагом всем, да. И вот поэтому единственное, что я могу точно сказать, да, что это нестабильность, даже не переходящая в государственный переворот, но просто постоянная нестабильность, такой вот снизу тлеющий костерок, да, не разгорающий, но тлеющий, она будет продолжаться, периодически прорываясь в уличные столкновения до тех пор, пока молдавские руководители не найдут баланс интересов между своими собственными олигархами. То есть, если они будут пытаться играть все время на одной стороне, да, не выходя на договоренности, у них будет постоянно прорываться протест. Да. Кстати, правительство Воронина, да, коммунистическое, которое довольно долго управляло, и в Молдавии все было стабильно. Оно ведь было там не особо пророссийским, не особо антиолигархическим, оно сохраняло стабильность именно за счет нахождения консенсуса с основными финансово-политическими группами. Красилось Нет, время от я времени. говорю, что оно сохраняло стабильность за счет сохранения консенсуса между основными финансово-политическими группами внутри страны. Вот. А как это выглядело с точки зрения внешней политики, это уже дело десятое. Новости сейчас у нас. 10 часов, почти 48 минут в Москве. У нас в гостях президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Но вот как обычно, когда вы к нам приходите, тут же присоединяются наши слушатели в большом количестве, которые слушают через интернет из Украины. И вот как мы только что выяснили, когда шли новости, еще и из Молдавии тоже, где пытаются объяснить, что на самом деле граждане Молдавии хотят вступить в Европейский Союз.
Ну, во-первых, никто не сомневается в том, что в Молдавии достаточно большое количество граждан, желающих вступить в Европейский Союз, как и на Украине. Кто-то и к Румынии не хочет присоединиться. Я просто говорю о том, что их меньше 50%, как показывают, кстати, основные избирательные кампании, что, собственно, было и на Украине. Почему, кстати, на Украине понадобился и в Молдавии, кстати, тоже государственный переворот? Потому что если вы можете все решить простым демократическим голосованием, вам не нужен переворот. Переворот нужен только тогда, когда вы проигрываете демократическую игру. Вот. Так что в Молдавии, да, большое количество граждан, желающих вступить в Европейский Союз. Но я должен сказать, что ни этим гражданам, ни Молдавии от этого не холодно и не жарко. Потому что с тем же успехом они, например, могли бы хотеть вступить в Соединенные Штаты или присоединиться к Китаю. Потому что Европейский Союз не собирается их принимать. У них есть единственный вариант оказаться в ЕС. Это, кстати, не самое популярное в Молдавии решение — присоединиться к Румынии. Вот. Но дело в том, что в Молдавии есть, кстати, разные националисты. Есть прорумынские националисты, которых относительное меньшинство и которые действительно хотят интеграции в Румынию. А есть молдавские националисты, которые вообще-то считают, что Молдавия по своей, кстати, истории, культуре, всем остальном значительно выше Румынии. А это там чуть ли не какие-то дикие племена, которые, ну, вот как украинцы говорят, русские украли там их культуру, да. Вот они там придумали какое-то там название, какое-то там государство, да, в общем-то, и немножко даже обидели молдаван, потому что половина Молдавии сейчас находится в Румынии, я имею в виду историческая Молдавия. Вот, поэтому там тоже с вопросами, куда вступать и как, все неоднозначно, да, но единственный шанс для Молдавии попасть в Европейский Союз — это действительно присоединиться к Румынии. Потому что с точки зрения румынской внутриполитической пропаганды, при желании Молдавии войти в состав Румынии, Румыния не сможет отказаться. Хоть и не думаю, что там реально политики в Бухаресте об этом так уж сильно мечтают. Да? А Румыния уже является членом Европейского Союза, поэтому, став ее территорией, Молдавия тоже стала бы... Но этого очень не хотят те же элитные олигархические группы. Ну, безусловно. Так они сами командуют если этой Молдавией. Если у меня есть своя корова, и я ее даю, зачем же мне дарить румынам? Дарить румынам, да, поэтому... Ну, так сказать, там принятие румынского гражданства процветает, риторика такая процветает, делать ничего в этом направлении не собираются. Кстати, нашим украинским братьям, вот интересно было бы посмотреть на наших молдавских братьев, потому что, вот, в принципе, молдаване же двигаются опережающим трендом. Вот здесь из Киева пишут и беспокоятся из-за этого. Вот я киевлянам и сообщаю. У молдаван, между прочим, безвизовый режим. Уже это то, за что вы продолжаете бороться настойчиво. Ассоциация, это зона свободной торговли с Европейским Союзом. Друзья украинцы, у молдаван уже все есть, то, за что вы боретесь. Посмотрите, пожалуйста. Чего же они гады еще... Чего ж тебе, хороняка, еще надо, как в том советском фильме было? Чего эти молдаване еще хотят? Они же получили. Они вот человек из Киева пишет, как молдаване проскочили. Куда? В счастливое... Вот туда они уже проскочили, а Киев все еще тормозится. Ну, вот я могу сказать, человек из Киева, да, что если отделить от Украины все области и еще, значит, пару районов Киева, так чтобы там в реальности осталось 1,5–2 миллиона населения, то их, может быть, примут в ЕС. Потому что так Украина просто слишком большая. Значит, а с количеством населения там порядка 500 тысяч миллионов, да, при определенных условиях, вот как с Прибалтикой было, ЕС еще может... Ну, или методом Молдавии и Румынии. В принципе, Галичина может присоединиться к Польше с Волынью. Вот, кстати, начать интересную борьбу внутри Польши за второй государственный украинский язык в Польше, ну и так далее. Но зато будет в Евросоюзе. В принципе, это возможный путь, правильно? Да, только я боюсь, что если туда присоединится Галичина, скоро не будет Евросоюза. Ну, это уже, знаешь, как повезет. Потом, в принципе, ведь весь тренд мощнейшей десоветизации и признания преступным коммунистического режима, в принципе, требует денонсации пакта Молотова-Риббентропа. Да, в принципе, ну, вот если мы так денонсируем преступный пакт Молотова-Риббентропа, то дальше, ну, вот Галичине прямой путь в Польшу. Я понимаю, нам-то сразу полегчает. Я немножко так... Нет, я говорю, нам-то сразу полегчает. Но вот представь себе этих ребят, которые приедут в Париж, да, с требованием там осудить политику де Голля, да, значит, и возвести на Елисейских полях памятник маршалу Петену, который уже тогда боролся за европейское будущее. Ведь это же в логике их действий, в принципе, да.
Там, или будут... Ну, давай слушателям просто поясним. Да? Маршал де Голль возглавлял сопротивление, а Петен правительство Виши, коллаборационистское, находившееся под реальным внешним управлением нацистской Германии. Но при этом Петен был легитимным премьер-министром, а де Голль с точки зрения международного и внутреннего французского права того времени мятежником. Да. Так что в этом отношении, если сказать, они будут восстанавливать справедливость, да, могут потребовать реабилитировать премьер-министра Норвегии Квислинга, да, казненного по итогам Второй мировой войны и так далее. То есть Европу ожидает много открытий чудных, если интегрировать Галицию в Польшу. Там народ такой активный. Да, но в принципе, понимаешь, вот Черновицкая область тоже в Румынии может пойти, но это исторически румынские территории. Там, кстати, если делегитимизировать советский режим, там один договор, все тоже надо отменить, и все нормально будет с Черновицкой областью. Да. Ну, там тогда не только, если отменить этот договор, то тогда придется и Южную Бессарабию отдавать, это уже Одесская область. Потому что вошла вся территория Бессарабии и Буковины, да, именно по результатам договора 1940 года. Ну, да, но при этом Черновицкая область, может быть, и с радостью бы стала румынской. Я просто помню, как один политический деятель рассказывал мне, как прекрасно Черновицкой области жилось под Австро-Венгрией, и что вообще-то мы страшно благодарны, что университет построил нам этот самый император Австро-Венгрии, да, построил университет в городе Черновцы. Ну, такое интересное, красивое здание, действительно. Я спрашиваю, а вы посчитаете, сколько институтов, университетов вам советская власть построила? Вот император Австро-Венгрии построил один университет, а все остальное, что советского. Ну, дальше было непечатное украинское ругательство. Да? Так я должен сказать, что Киевский университет, да, его центральный корпус, он до сих пор всегда красится в такой красный цвет, да, конечно, с черной каемкой. Корпус, да. Нет, с черной каемкой и вверху, и внизу, потому что он был создан Николаем I как университет Святого Владимира, и он был раскрашен в цвета ленты ордена Святого Владимира. Да. И до сих пор это его традиционная, кстати, окраска. Так к тому, что просто и в Киеве, и в Харькове, и в других городах Украины императорское российское правительство открыло не один университет. Кроме советской власти, да, ты прав, безусловно. Да, кроме советской власти. Кстати, тот же самый политехнический институт, на котором достаточно справедливо, как технической школой гордится Киев, гордится Украина, он был создан при Российской империи. Да, и точно. Я, например, вот считаю, что школа Киевского политеха весит больше, например, там, чем Киевский университет. Да, в смысле, безусловно. В смысле традиции инженерной если говорить школы. О конкурентоспособности вузов в рамках Советского Союза, то, безусловно, политех котировался выше, чем университет. Выше, чем университет Киевский, да. Это правда. Вот. Да, но дело в том, что, опять-таки, мнение одного политика или даже сотни политиков с Буковины, это не значит, что население Буковины в обязательном порядке также считает. Вот, например, население Закарпатья, да, несмотря на то, что это практически самая... В Венгрию не просится как-то. Самая западная область Западной Украины, не только в Венгрию не просится, но... в значительной степени Закарпатье голосовало ближе, вот на всех выборах голосовало ближе к голосованию Юго-Востока, чем к голосованию Западной Украины. Да. То есть фактически на Закарпатье побеждали те же самые политические силы, которые побеждали на Юго-Востоке, а не те, которые побеждали в Галиции. Поэтому простое нахождение на западной границе Украины, это еще не значит, что местное население желает того же, чего желают местные политики. Нет, ну, галицийско там и в определенном смысле волынянский, да, социум и менталитет, вот, он, конечно, особенный, да, это не то, что на всей остальной, даже Западной Украине, там есть большие дефиниции, большая разница. Мы неоднократно говорили, что Украина гораздо более, сложно устроенная страна в этом смысле, регионально, может быть, даже чем более чем Россия, может быть, да.
Ну, наверное, не более, чем Россия. Если ты имеешь в виду центральную Россию до Урала, то тогда может быть и более. А если всю Россию, то все-таки меньше. Ну, ты знаешь, есть же один такой, ты как историк должен это прекрасно понимать, вот, и думаю, что, ну, не должен, а просто ты это знаешь. Ведь особенность украинская заключается в том, что там они были частью то Австро-Венгерской империи, да? Не просто другой народ, да? А это действительно другой тип государственности, а значит и другой тип ментальности. Да? У нас этнически сложная российская, так сказать, страна, Российская Федерация этнически сложная, но культурно-ментально она не такая сложная, как Украина. Я вот об этом говорю. Ну, если говорить конкретно о Галиции, то, с моей точки зрения, проблема заключается в том, что в 1939-1940 году Галиция оказалась в таком же положении, как Малороссия в 1645-50-летнем, да. То есть там была выбита национальная интеллигенция. Ну, понимаешь... Русская национальная интеллигенция. Да, ее же начали выбивать еще в Первую мировую войну. Ее начали выбивать вообще-то еще поляки. И к Первой мировой войне ее уже вообще не было. Ну, я поясню, что я имею в виду. Я имею в виду целенаправленную австрийскую деятельность. Да, ведь первые концлагеря, которые там возникли... Талергов, Терезин, да. Это туда поместили, между прочим, все русофильство галичанское, да, и все его уничтожили целевым образом. То есть, в принципе, огромное русофильское движение было в Галиции в конце 19-го, начале 20 века. Очень большое и значимое. Ну и второе, что вы должны понимать, что господин Бандера начинал бороться с Польской империей. И поляки были его главными врагами. Просто в тот момент, когда их не стало, то уже переучился. Спасибо большое, Ростислав.